Анна Николаевна, доброе утро. В мае этого года президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны до 2024 года. Прокомментируйте, пожалуйста, по республиканскому закону об инвестдеятельности. Доброе утро. Республика Саха-Якутия у нас является одним из лидеров на Дальнем Востоке по темпам роста привлечения инвестиций. У нас основной упор инвестиций, основная доля инвестиций приходится на развитие промышленности в республике. Закон, действующий, направлен на создание на территории Якутии благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной инфраструктуры по привлечению инвестиций. Новый закон будет учитывать данные все положения федеральных законов, федеральных нормативно-правовых актов и планируется к вынесению на рассмотрение Государственного собрания ИЛТУМЭН до конца 2019 года. Сейчас Министерство экономики работает над разработкой данного нового закона об инвестиционной деятельности. Отметьте, пожалуйста, основные направления инвестдеятельности. У нас сегодня уже в соответствии с федеральными законами у нас уже созданы и действуют, например, 2 территории опережающего социально-экономического развития. И действуют они успешно. Это индустриальный парк Ангаласа на территории городского округа, город Якутск, который больше на сегодня пока ориентирован на реализацию инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства. И ТОР «Южная Якутия», который создан на территории Нерюнгринского района, которого основное направление пока это развитие добывающих и перерабатывающих отраслей. Основными якорными резидентами которого являются две компании, угледобывающие компании «Колмар», это ГОК Наглинский и ГОК Денисовский. Это один из крупных торов на территории Дальнего Востока, очень динамично развивающийся. Он занимает, кстати, лидерские позиции на территории Дальнего Востока в части темпов своего развития. Сейчас с изменением концепции развития самой угледобывающей компании «Колмар» объем инвестиций уже будет составлять порядка 120 миллиардов. Из них, когда я говорила про темпы роста, про темпы развития, вот из этих 30 с лишним миллиардов пока заявленных уже инвестировано 14 миллиардов, то есть половина инвестиций практически на Дальнем Востоке. Это самые опережающие темпы. Анна Николаевна, благодарим за беседу. Держите руку на пульсе экономики.